Я сейчас хочу обратиться к нашим западным партнерам, к представителям Европарламента, Литовского парламента, правительства, к представителям других государств, к которым мы обращались, к посольствам западных стран, перечисленных и других, с тем, что в последнее время ко мне приходят сообщения такие, что западные политики, дипломаты, министры, депутаты и так далее обращаются в Министерство по делам реинтеграции оккупированных территорий, и чиновники этого министерства, нашего украинского министерства, им сообщают, что проблемы телеканала ЭТР решаются, что, им кажется, что они выходят с нами на какие-то, я не знаю, как там, приходят к общему мнению, начинают с нами сотрудничать и решают проблемы телеканала ЭТР согласно 60-й статье соглашения об ассоциации Украины с ЕС от 11 февраля, в котором указано, что Евросоюз, Европарламент настаивает на создании устойчивого механизма финансовой и технической поддержки телеканала АТР до тех пор, пока он не находится на родине, в Крыму. Да? Я хочу сообщить нашим западным друзьям, что эти сообщения от чиновников правительственных украинских не соответствуют действительности. В действительности никто ни с момента резолюции, ни до этого ни разу не интересовался судьбой телеканала АТР. Не было ни одному руководителю и вообще сотруднику телеканала АТР, ни одного телефонного звонка с вопросом, как вы живете, сколько еще дней протянет вещание в долг телеканала для детского, что делать, чтобы запустить снова на Крым трансляцию «Радио Мейдан», которая отключилась 2 недели назад, потому что у нас за долги ретранслятору, да, украинскому. Вот. Никто этим не интересовался. Мы обязательно этот кусок моих слов выложим отдельно во всех социальных сетях, чтобы и западные партнеры знали, что, по сути дела, их дезинформируют, говоря простым языком, обманывают. Выполнять соглашение об ассоциации Украины с ЕС и в остальных, наверное, пунктах также примерно, но точно по 60-й статье никто никаких реальных шагов к этому не предпринимает. До данный момент, на сегодняшний день мне об этом ничего не известно, никому в телеканале об этом ничего не известно. Это пыль в глаза, это имитация деятельности, а на самом деле ее полное в реальности отсутствие. Также хочу сказать чиновникам Министерства по делам реинтеграции временно оккупированных территорий, что так вести себя нехорошо. Нехорошо вводить в заблуждение наших западных партнеров. Мы тоже с ними со всеми на связи. Нехорошо говорить неправду, но хуже всего говорить неправду, будучи государственным чиновником, потому что государственный чиновник — это немножко непростой человек. Вы отвечаете не за себя, а за державу, за государство, за страну Украину, за народ, который вас избрал и кормит на ваших чиновничьих местах. Не делайте так больше, или занимайтесь делом, или скажите прямо, что канал крымских татар вам не нужен, и не надо больше врать ни про какую крымскую платформу, что там будет рассматриваться какие-то вопросы на возвращение Крыма. Кому не нужно крымско-татарское телевидение, радио и детский телеканал, тому Крым не нужен определенно, потому что это унижение для нашего народа, это разрыв единственного моста связи с цивилизованным миром, который происходит сейчас на наших глазах всеми усилиями действующих чиновников этого правительства Украины, к сожалению. К сожалению, но все это правда. Я отвечаю за все сказанное своей репутацией, и я говорю как есть. Спасибо. Есть вот такая новость, я бы хотела, чтобы ты ее прокомментировал. И как тебе она вообще? Вчера на сайте Министерства реинтеграции по вопросам временно оккупированных территорий появилось такое сообщение, что Минреинтеграция инициирует усовершенствование системы государственной поддержки на вещателей по оккупированным территориям. И, в частности, Резников сказал, что они планируют разделить государственную поддержку на две важные составляющие. Это институциональная и конкурентная. Институциональная поддержка будет давать возможность обеспечить финансирование сигнала, доставки сигнала, полную или частичную оплату аренды, а также часть зарплат коллектива. И это все произойдет в обмен на производство установленного количества контента.
варианта. Ну и по словам Резникова еще будет такая конкурентная основа, которая будет распределяться между вещателями. И там, значит, она будет распределяться на новые какие-то ток-шоу, на дубляж мультиков для коренного народа. Хотя я не знаю, правда, с кем можно проводить конкурсы. Не знаю, но может быть в министерстве есть отдел дубляжа, который может дублировать. То есть они продолжают настаивать на конкурсах? Но они продолжают пускать пыль в глаза. Они прекрасно знают, что основные расходы канала АТР это, ну, 3, собственно говоря, основных расхода. Это аренда помещения, которая ни на каких конкурсах не решается. Это плата за спутники для канала Ляле, для канала АТР и для, значит, и для радио Мейдан на оккупированный Крым, которые тоже ни под какие конкурсы не подпадают. И что им мешает, если они действительно хотят поддерживать крымско-татарское вещание прямо здесь и сейчас, вчера оплатить эти все долги, которые образовались не по нашей вине, не очень понятно, да? Что тогда вы декларируете? Знаете, что говорите одно, делаете другое, вот и так далее. В каких конкурсах, сколько еще крымско-татарских телеканалов есть в Украине, которые будут участвовать в конкурсе на производство новостей про оккупированный Крым? Может быть, есть какие-то другие группы политических узников, которые будут конкурировать за сообщение о них на телеканале наш? Я не знаю, что это за конкуренция, да? Между кем и кем? Ну, или кто занимается дубляжом мультиков на крымстатарских? Ну, это я даже не говорю. Но не в этом даже дело. А вот еще мне очень понравился момент про часть зарплат персонала. А другую часть зарплат, значит, вот инженерам, монтажерам, журналистам, новостищикам будут семьи политзаключенных собирать в Крыму? Это как вообще? Или подразумевается, что канал АТР, единственный крымско-татарский телеканал в изгнании, может получать какую-то прибыль? То есть подразумевается, что мы можем получать прибыль какую-то, за счет этой прибыли жить. Но канал АТР не может получать прибыль. Мы не транслируем ничего прибыльного. К нам никто не даст рекламу в новости про политзаключенных, про обыски и аресты. Никто в такие новости рекламы не дает. Это абсолютно исключено. Об этом знает любой рекламщик, имеющий хоть какое-то отношение к медиа человек. Конечно, в Министерстве по делам оккупированных территорий, наверное, тоже кто-то об этом знает, да? То есть это идет разговор специально на уровне того, что, типа, ну, опять, несбыточные какие-то вещи выдаются за очевидные. То есть ситуация мирного времени применяется в мирное время, да ради бога, слушайте, мы сейчас вещали бы из Симферополя, у нас было бы там по 300 тысяч долларов рекламных доходов в месяц, вообще нам ничего не нужно совсем, да? И рекламу бы из Крыма давали, и все, со всего Крыма. А мы же не можем рекламу получить оттуда. Любой, кто даст нам рекламу, тот сядет в тюрьму сразу. Там люди по 14-15 лет сидят, которые видео для ТР снимали. Может, их тоже на конкурс выставим? Может, там конкурс операторов объявим? Лучшая съемка обыска с 5 камер, 6 с краном. Как там, что нужно сделать еще? Как нам победить в этом конкурсе? Вот. Это одна часть вопроса. Вторая часть вопроса. Скажите, а как они видят, вот эти люди, конкуренцию между украинцами и крымскими татарами в изгнании, что ли? Это вот они как-то хотят разделить, они хотят, значит, чтобы вот эти гонки в Дахау за кусочком сахарка, да, значит, вот ты узник, беженец, вот бегите, и кто из вас, так сказать, с меньшей одышкой пробежит, значит, до министерства, и кто, наверное, там, не знаю, лизнет глубже или что-то еще сделает, и что-то еще сделает с этим сахарком, вот тому он и достанется, да. Вот так это все выглядит, если называть вещи своими именами, а мы тут собрались для того, чтобы называть вещи своими именами. Я говорю то, что думаю, вот, и я думаю, что в этой системе, говорю, заложен элемент цензуры, обязательно, потому что они будут рассказывать, как нам говорить о Крыме, они будут говорить, это не подходит, это слишком минорно, у нас все тут цветет и пахнет, значит, на крымской платформе все, значит, Крым возвращается, а то, что ни один закон по крымским татарам не принят, но об этом не надо говорить, это мы можем, так сказать, другие компании попросить. Никто не может нам далее. диктовать, как нам говорить о Крыме.